Оренбургские спортсмены продолжают радовать республику своими яркими выступлениями на различных турнирах. На этот раз спортивную копилку республики новыми медалями пополнили сразу несколько представителей спортивного клуба имени Магомеда Парчиева. На прошедшем турнире по дзюдо в Анапе наши ребята завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Сервисский турнир узалер вор барса глотавор 10 человек. Цикр барну прижу месяц яха первые, вторые, третий бирж адыклата был я турнир дикер полностью Кавказ. Но и первый бахабар гянили хабахабар ши Анапи турнир са великий отец что ханежи зная турниры стария дик спортсмены бар благодаря бирж дик подготовлен бар даху арбол хабуш тейп падалян для рустату куды главный стабильный ши бирж хахтыр Одним из триумфаторов турнира стал Магомед Угурчиев. В начале турнира наш спортсмен провел 5 схваток, во всех одерживая убедительной победой. А уже в командном зачете Магомеду пришлось провести еще 3 беспроигрышные схватки. По итогам турнира Магомед Угурчиев стал обладателем 2 золотых медалей и награды за лучшую технику. Кайкера занимается шиш дик форме урсу тигждавах тренер дик нокуста дадерсон тигждавах это бог больше. Посват конечно она пидерс российский турнир полуфинала и финала чахал соперник бар но дал это бах костюм иш бораш олимпиад хаях полс дал шендели олимпиад хаях да худа волсы иншалла олимпиад хаях от первый ахкары Угурчиев Махмад Яхруар 30 килограмм. Ши просватка хаяхтыр. Султы ана юхшалаш дина командалата чичи команды второй яхруа юхшалаш дина юхуст уйта команд чичи ши просват хаяхтыр Махмад валла ищется барсватка. Барсватка барсватка хаяхтыр. Тоже юхсулты ана 38 килограмм. Аздой Ахмаду тоже самое ши перди на посватки ахкр юхшалаш дина юх посватки ахкр стулда 42 килограмм тоже Парчиев Абдуллавы тоже самое посватки ахкр ши перди шалаш дина посватки ахкр цикан стулда на юх второй жаха б Алгату Махмад Яхр второй ахкр султиги ислам ахчу второй ахкр кельмату третий ахкр 60 килограмм. После завершения соревнований, как правило, спортсмены берут небольшую передышку, чтобы восстановить мышцы и набрать оптимальную для тренировок форму. Затем сразу возобновляют занятия. В начале подготовительного процесса спортсмены проводят легкие втягивающие тренировки в родном зале. На сегодняшний день в спортивном клубе имени Магомеда Парчиева тренируется свыше 100 детей в 2-3 смены. Ежедневные тренировки и большой поток желающих заниматься спортом только на радость руководству клуба. В этом спортивном зале большое внимание уделяется начинающим спортсменам, чтобы с раннего возраста проявить у ребенка любовь к спорту. В клубе у нас в одном зале 2 смены и в другом зале тоже 2 смены, в общем 4 смены. Тренируется в каждом смене по 2 тренера. Опытные тренера работают с детьми. Количество детей хватает. Наплыв, конечно, очень сильно идет. Тем более осеннее время у нас как вводится, все приходят в зал. Набор ведем с 8-9 лет, первый год обучения. Хотя это рано, но все равно мы в этом возрасте осиливаем, успеваем за ними, чтобы привлекать в зал. А к 10 уже как бы обязаны привести в зал. 10 лет это считается в теории тоже. Первый год обучения, 9-10 лет считается дзюдо. По младшим юношам уже как бы как таковой вклад тренерский не проявляется.
от природы, и бывает ребенок сам такой развитый, он проявляется раньше. А со временем уже работа тренерская проявляется. Результат начинают показывать уже к 12 годам, к 13 годам среди младших юношей. Проводятся турниры, республиканские, всероссийские турниры проводятся. И на этих турнирах как выступают ребята, где-то удачно, где-то неудачно, и потихонечку формируется команда уже по старшим юношам. Вот этой команды уже представляем республику и свой клуб. Первая часть тренировочного процесса начинается с разработки борьбы в стойке и попыток перевода в партер. Дзюдо вобрал в себя различные захваты и броски, поэтому выполнение каждого технического действия несет в себе определенную зрелищность. После отработки каждого из тактических элементов тренер дает указания, чтобы ребята немного отдышались. Но это не значит, что они садятся на татами и отдыхают. Напротив, ни одна минута тренировки не может быть потрачена впустую. Поэтому передышка понятие достаточно условное, перед тем, как начать отрабатывать новый прием. Хочет до соус, вака ваш соус, да, хочет тачу, да, магаси дворе спорта хануса, счет, элюрт ханус, карбулаки ханус, за первый, еще второй, за третий. Я, во-первых, рукопашные бои, я сватку обычный, кое сынваешь, и сват мамочку, халайер, возьму ли сватку, готовится, сынваешь, что хочешь, царамата, это да, хитро. Разные упражнения, шаешь, тренер, что кавар, ходишь, и вот подготовка. Дзюдо, мало результаты дзюдо. Олимпийский чемпион халяр. Почти кошу увожу, тренировка ставим, потому что судья чемпион, я сюда ждать, что судья чемпион хугуш. Каждый день тренировка школы, кроме субботы и воскресенья. Понедельник и четверг отработка школы, вторник и по пятницу день борьбы, 6 схваток. Игровой день в среду. Тренер нормальный был. Что преподавать, тренировка шоку. Дзюдо – это вид единоборств, искусство, дисциплина и просто способ провести время с пользой для себя. Универсальность дзюдо как вида спорта заключается в том, что им могут заниматься люди всех возрастов, любого пола и уровня физической подготовки. Дзюдо развивает контроль над телом, быстроту реакции, гибкость, выносливость, навыки эффективной самозащиты.
Здоровый образ жизни, как отмечается в исследовании, с каждым годом становится все более актуальным, охватывая все большее количество регионов. Наша республика, как и весь Северный Кавказ, находится на лидирующих позициях в рейтинге. В каждом районе Ингушетии ведется популяризация сразу нескольких видов спорта. Если в городе воинской славы акцент делается на вольную борьбу, то в Назране большой поток наблюдается в залах дзюдо. Дзюдо очень у нас так сложилось. Давно в школе существует дзюдо. Много поколений, даже руководителей наших, все прошли как бы через зал дзюдо. Популярность дзюдо не надо как бы объяснять. В республике этот вид популярный и заслуженно пользуется авторитетом, даже по результату, если судить. На данное время также остается на первых местах по количеству, по результату. Цель клуба – воспитать детей, чтобы уже клуб на хорошем уровне проявил себя, какой-то интерес детей представлял. Где-то с возрастом уже дети, чтобы клуб представляли на хороших результатах, на хорошем уровне. Клубные есть соревнования, клубные чемпионаты, как и в других видах спорта. Лига, Золотая лига, Российская лига. Вот среди клубов проводятся такие встречи, и там свои интересы клубные. Вот там представлять клуб. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Только так можно добиться больших высот в спорте. Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. На всех этих турнирах ингушские спортсмены всегда в числе сильнейших. Каждый год желающих прославить нашу маленькую республику становится все больше. Возможно, в скором времени воспитанник этого спортивного клуба будет стоять на самом высоком пьедестале Олимпийских игр.